Здравствуйте, ребята! С вами я, Альмира Ринатовна, и мы с вами разбираем задачу на нахождение площади ромба. Вернее, данная задача на применение формулы площади ромба. Я не стану разбирать с вами задачи, которые имеют прямое элементарное применение данных формул. Немножечко усложним наши задачи и найдем в нашей задаче длину стороны. Итак, в нашей задаче дан ромб. Площадь данного ромба равна 24 сантиметрам квадратным. Диагонали ромба относятся как 3 к 4. И нам нужно найти сторону данного ромба. Для того, чтобы определить, подобраться к этой стороне, нам, скорее всего, нужно применить формулу для нахождения площади. Но это и так очевидно, потому что в условии нам дано, что площадь ромба равна 24 сантиметрам. И даны отношения диагоналей. Поэтому выбора у нас не остается, как применить формулу относительно диагонали. Да? Вернее, или формулу для нахождения площади ромба через диагонали. Вспоминаем данную формулу. И записываем, что площадь ромба у нас равна половине произведения диагонали. Вспоминаем, что ромб – это частный случай параллелограмма. И все формулы, которые применяются для нахождения площади параллелограмма, действуют и в нашем случае. Единственное, в данной формуле при вычислении площади параллелограмма не хватало бы синуса угла между диагоналями. Но мы с вами говорили о том, что диагонали в ромбе пересекаются под прямым углом, а синус 90 градусов равен единице. Поэтому наша формула выглядит вот таким образом. Итак, для того, чтобы применить данную формулу, вернее, в данной формуле вместо площади мы подставим 24 сантиметра. И все здорово. Вместо d1 и d2 что мы будем подставлять? Какие мы будем подставлять значения? Мы привыкли, что когда мы видим отношения, мы всегда пишем, допустим, 3х, там, допустим, 4х и так далее. Но я хочу в данной задаче рассмотреть немножечко другой способ. А именно, то есть диагонали я не знаю. Мне, естественно, нужно найти сначала, чему равны длины данных диагоналей, а потом подобраться к нашей стороне. Но я хочу вам показать другой способ. В нашем условии сказано, что АС относится к БД, так как 3 относится к 4. Для того, чтобы не акцентировать внимание на том, что чему равны одни части, может быть, кому-то это сложно, когда вы начинаете разбирать, как же составлять это уравнение. Поэтому я предлагаю вот эту пропорцию, вернее, вот это выражение записать в виде пропорции. То есть я записываю, что АС относится к БД, так как 3 относится к 4. Для чего я это записала? Давайте вернемся к нашей формуле и конкретно запишем, какие значения мы должны подставлять. То есть я записываю равно 1/2 АС умножить на БД. Ну а теперь с нашей пропорцией я хочу выразить какую-то из диагоналей. Давайте выразим АС. Чему будет равно АС? Используя правило пропорций, 4 умножить на АС, 4 умножить на АС равно 3 умножить на БД. Из этого выражения я нахожу АС. В данном случае АС будет равно 3 умножить на БД и разделить на 4. Я запишу это в красивом виде и сразу запишу 3/4 БД. Для чего я это сделала? Да для того, чтобы вот это выражение подставить вот сюда вот, вместо АС. И тогда что у меня получается? Что площадь ромба у меня равна 1/2. Вместо АС я подставляю 3/4 БД. Вместо АС в формулу я подставляю наше выражение. У меня получается 3/4 БД умножить опять же на БД. И таким образом получается, что я сразу найду, чему равна длина нашей диагонали. Вместо S я подставляю 24, потому что площадь равна 24. Вместо S 24 равно 1/2 на 3/4 это будет 3/8 BD в квадрате. И видите, мы тогда сразу находим длину BD. BD в квадрате у меня равно 24 разделить на 3/8, то есть 24 умножить на 8/3.
Здесь у меня сокращение, и в результате я получаю 64. Естественно, не раздумывая о том, что плюс 8 будет равно или минус 8, потому что это длина диагонали, она, естественно, должна быть только положительной. Я пишу, что BD у меня равно 8 сантиметрам. Ну, а теперь, если у меня BD равно 8 сантиметров, можно найти, чему равна длина AC. То есть 8 сантиметров обратно подставить вот сюда, то есть найти, чему равно АС, 3/4 умножить на 8. И у меня получается, что АС равно 6 сантиметров. Хотя можно было поступить логическим, да, способом, то есть додуматься без формулы. Если у нас БД это 4 части, которые равны 8 сантиметрам, следовательно, 3 части элементарно будет равно 6 сантиметрам. Ну, а теперь очень легко найти сторону АБ. То есть я рассматриваю треугольник, допустим, АОБ. АОБ – это прямоугольный треугольник. И в этом прямоугольном треугольнике АО у меня будет равно АС, деленное на 2, то есть 3. А БО у меня будет равно БД делить на 2. То есть БД у меня 8, то есть это 4. Таким образом получается 3, 4. Ну и, наверное, вы сразу скажете, что АБ в этом случае будет равно 5 сантиметрам. Как мы это нашли? Во-первых, прямоугольный треугольник со сторонами, вернее, с катетами равными 3, 4, естественно, имеет гипотенузу равную 5. Это вы уже должны знать, потому что 3, 4, 5 – это Пифагорова тройка. Если кому-то непонятно, тогда я применяю теорему Пифагора и пишу: АБ в квадрате у меня равно АО в квадрате плюс БО в квадрате. Подставляя значение, у меня получается 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. В результате мне даст 25. Ну и понятно, что АБ в этом случае опять же будет равно 5 сантиметрам. Вот таким образом мы, применяя формулу для нахождения площади ромба, нашли сторону ромба. На следующем уроке мы продолжим с вами разбирать задачи и возьмем с вами очень интересное свойство. А на сегодня наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.